Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Мы без всяких сомнений, может не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И, повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Не хватает, мне кажется, просто политического мужества, оглядываться на крайние националистические силы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Ну, вот такой себе миротворец, который будет заботиться об украинской территории, а Украина, получается, как двоечник, который ничего не может сделать. Вот такие вот оценки, которые он так поверхностно, вернее, сверху дает, скажем так, не ставя даже Украину в один ряд с собой. Вот такое у меня впечатление сложилось, как у вас. Но я с вами абсолютно согласен, и я начал об этом говорить. Вот в этих его высказываниях одновременно содержится ультиматум Украине. Мы будем наращивать помощь. Это означает о том, что мы будем и дальше экспортировать войну на вашу территорию. Это такой месседж Киеву. И второе, то, что утверждение о том, что Киеву не хватает политического мужества для того, чтобы исполнять договоренности, это есть цинизм. Я прослушал большие блоки сегодня выступления, интервью Путина. Это можно назвать большим интервью таким, да, на сотни вопросов, да. И хочу сказать, что этот политик загнан в угол. И он будет видеть выход из этого загнанного угла, демонстрации силы в отношении тех своих соседей, где у него пока еще получается. И в первую очередь против Украины. Я прослушал его оценки того, что случилось в Азербайджане на территории Нагорного Карабаха, освобождение ранее оккупированных азербайджанских земель. И там Путин, было видно, как он нехотя, но вынужден говорить о том, что это все в рамках международного права. Он просто прекрасно понимал, что все сразу проводят прямые параллели с оккупированными украинскими территориями. Нам надо готовиться к такого рода действиям, которые для Путина будет носить принудительный характер. Я не говорю, что это обязательно должны быть боевые действия, как случились буквально недавно, в прошедшем месяце, на территории Азербайджана, которые ранее были оккупированы Арменией. Но то, что это принуждение должно совершаться по многим направлениям, у меня нет сомнений. И вот опять возвращаемся к Крымской платформе, к саммиту глав тех государств, которые будут участниками Крымской платформы. Вот там уже нет времени и нет необходимости к чему-то призывать Путина. Ему там надо будет четко сказать, в этом месяце будет вот такие действия, в следующем другие, а вот через 3 месяца будет то-то, то-то. Он должен быть поставлен просто перед выбором.